Чувашский государственный институт гуманитарных наук. 28 марта 2024 году состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с названием «Историки. Время». Конференция была посвящена столетию со дня рождения выдающегося чувашского историка Василия Дмитриевича Дмитриева. Юрий Витальевич Додяков, наш помощник, редактор по связям с общественностью, участвовал во Всероссийской научно-практической конференции. Дмитриев Василий Дмитриевич родился 11.01.1924 года. Историк, организатор науки, доктор исторических наук, 1968 год, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, 1974 год, заслуженный деятель науки РСФСР, 1980 год, лауреат Государственной премии Чувашской Республики, лауреат Республиканской журналистской премии имени Эльгера, Всечувашской национальной премии имени Яковлева, премии имени Никольского, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Цивильского района 1989 года, почетный гражданин города Чебоксары, присвоено звание в 2012 году. Родился в деревне Новое Щербеево, Щербюэль, на чувашском, Цивильского района Чувашской Республики. Василий Дмитриев – ведущий специалист по этнической, социально-экономической и политической истории населения Среднего Поволжья и чувашского народа. После окончания Чувашского государственного педагогического института, ныне университет имени Яковлева, работал младшим и старшим научным сотрудником, заместителем директора с 1968 по 1988 год, директором в научно-исследовательском институте языка, литературы, истории, экономики при Совете министров Чувашской Республики. Что меня восторгает и восхищает в стремлении людей прошлого века к созиданию, к развитию, все лучшее, достигнутое в республике, в народе, на сегодняшний день, это все от людей, рожденных в прошлом столетии. А они, в свою очередь, последовательность получили от людей, родившихся в XIX веке. Здесь нет случайности, это закономерность. Это объясняется тем, что экономическое, социальное развитие народов Поволжья до Октябрьской революции шло очень медленно. Вплоть до установления советской власти у них сохранялись лишь родовые, общинные руководства. Самобытные уверования и обряды народов Поволжья оберегали народы. Василия Дмитриева посвящены этногенезу чувашского народа, истории населения Среднего Поволжья с древнейших времен, Волжской Болгарии и другие. Первым в национальных республиках России приступил к разработке нового направления в исторической науке – устной истории. Исследовал комплекс сохранившихся чувашских исторических преданий. Автор около 300 научных работ, в том числе 19 монографий, 14 брошюр, основные труды «История Чувашии XVIII века», о чувашском ученом и писателе середины XIX века Спиридоне Михайлове и его сочинениях о чувашах, марийцах и русских Волжско-Сурского края. История Чувашской АССР, Чуваши в эпоху феодализма,
чувашские исторические предания, мирное присоединение Чувашии к российскому государству, Чувашсен иртне пурныш шаби, тогда нации Аталановин Паянхищевич Уидовизем. Историческая судьба и современные национальные проблемы чувашского народа. Ну, это вот на русском языке. Землевладение и хозяйство Чебоксарского Троицкого монастыря во второй половине XVI по XVII века. Вопросы этногенеза, этнографии, истории, культуры чувашского народа. Чебоксары, очерки. Враг рвался к Москве. На территории Чувашской республики началось строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 6-7 ноября выпал снег, и сразу же наступила холодная зима. Выполняя поступившие распоряжения, все студенты и преподаватели института 9 ноября выехали в Октябрьский район на строительство оборонительной линии. Совершив 27-километровый поход пешком, мы разместились в деревне Истыр-Косы Большетемирчинского сельсовета Октябрьского района. 6 студентов разместились в доме колхозника Николаева. Мы, мужчины, спали на полу. Вскоре с нами начал жить декан исторического факультета Васильев. Мы рыли в течение 2 месяцев глубокий противотанковый ров. Здесь же устраивались блиндажи, траншеи и тому подобное. Несмотря на морозы, мы работали изо всех сил. Вместе с нами работали и преподаватели. Организацией питания и материального обеспечения работающих на стройке студентов и преподавателей весьма успешно занимался преподаватель истории СССР Алексей Павлович Николаев. В октябре 1941 года, назначенный заместителем директора института по хозяйственной части, каждому выдавали по 800 граммов хлеба. На завтрак и ужин мы получали суп, часто мясной, из общего котла, обедали тоже в поле. Здесь в больших котлах варили картофель. Все студенты, даже городские девушки, никогда не носившие лаптей, стали ходить в них. Хозяйственная часть раздала всем работающим онучи, изготовленные из шерстяных одеял института. Лапти оказались самой лучшей обувью на земляных работах при жестоком морозе. Вот здесь и преподаватели, и студенты, и работающие рядом с нами колхозники следили за событиями на фронте. Очень радовались первой крупной победе Красной Армии, разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. Лично я за 2 месяца работы на строительстве оборонительной линии не допустил ни одного опоздания или пропуска. Когда вернулись в Марпасад, дирекции и комитете ВЛКСМ подвели итоги работы на строительстве. Среди студентов на первое место вышел я. 4 человек декана физико-математического факультета Матус, старшего преподавателя кафедры физики Мыскара, студентку Дерюгину и меня в марте 1942 года представили к награждению почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Хозяином своей судьбы чувашский народ стал только после Великой Октябрьской социалистической революции. Освобождение от социального и национального гнета чувашский народ получил из рук российского пролетариата, руководимого коммунистической партией большевиков. После Великого Октября он впервые за всю историю обрел национальную государственность. С помощью Великого Русского и других народов Советского Союза Чувашской АССР были осуществлены грандиозные социалистические преобразования. Чувашский народ стал социалистической нацией и в дружной семье народов СССР под руководством Ленинского коммунистической партии борется за построение светлого будущего коммунистического общества. Периодизация истории Чувашии отражает общность основных закономерностей исторического развития народов СССР и в то же время учитывает особенности исторического пути чувашского народа. История чувашского народа в досоветское время специально не изучалась, дворянских историков чуваши изредка упоминались в числе инородцев. Лишь некоторые буржуазные историки исследовали отдельные вопросы истории чувашского народа, например, распространение христианства и просвещение среди чувашей, особенности их материальной и духовной культуры. Подлинно научное, систематическое изучение истории Чувашии началось только в советское время. Советские историки развернули всестороннее и глубокое изучение Чувашии на марксистско-ленинской методологической основе с широкими привлечением письменных, археологических, этнографических, фольклорных и других источников. На пути создания особенно заметные успехи в исследовании истории Чувашской АССР достигнуты за последние годы. Формирование и развитие чувашской историографии, неразрывно связанной с успехами советской исторической науки, стало составным элементом становления и подъема социалистической культуры чувашского народа. Сегодняшнее понимание существующее положение и утверждает, что действительно образование было достигнуто в прошлом столетии, оно стало наукой, и благодаря этому многие поколения людей стали образованными. Народ стал образованным.